Зачистка продолжается. В акватории речного порта Якутска устраняют последствия разлива нефти. Где отдыхать этим летом? Как организуют досуг для детей в Алданском районе? Причины выясняются. На обогатительной фабрике Удачнинского ГОКа произошло задымление. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Задымление на обогатительной фабрике Удачнинского ГОКа охватило 60 квадратных метров. По предварительным данным, задымление возникло в перекрытии части кровли на участке родоподготовки. На объект выехали 5 пожарных расчетов и 12 брандмейстеров, а также скорая помощь. Пострадавших нет, причины задымления выясняются. В Якутии продолжается пожароопасный сезон. В регионе его объявили 7 мая. До отмены пожароопасного сезона жителям категорически запрещается выжигать сухую траву, разводить костры в лесу и многое другое. Одним словом, соблюдать все меры пожарной безопасности. Тем временем в столице республики отведены специальные места для массового отдыха на свежем воздухе. Их список вы можете видеть на своих экранах. А вот жителям Усть-Алданского, Алданского и Инамского районов повезло намного меньше. Там объявлен особый противопожарный режим, и посещение лесного массива жителями категорически запрещено. В акватории речного порта Якутска продолжаются работы по очистке от нефтепродуктов. Однако судоходная компания «Якутский речной порт» в этом никакого участия не принимают. Все работы ведутся за счет городского бюджета. На данный момент рабочие в специальных масках и форме убирают испорченные нефтью кусты, и только потом можно будет приступить к очистке воды. А также, вывести пропитанный нефтепродуктами грунт. Сегодня, уже второй день мы этим занимаемся. Данный вопрос на контроле. У нас создана рабочая группа. Рабочую группу возглавляет руководитель комитета охраны природы городского. Мы надеемся, что все-таки окончательную точку в этом вопросе по ликвидации поставит все-таки специализированная организация. В силу вступили поправки в Воздушный кодекс России. Они позволят россиянам получать до 360 тысяч рублей компенсации за задержку международного рейса и утерю багажа. Однако пассажир должен предоставить доказательства, что он понес ущерб из-за того, что перевозчик задержал рейс. И только в таком случае авиакомпания возместит ущерб именно в рамках выставленных претензий, подкрепленных чеками. Сделать это можно, если перед рейсом во время регистрации пассажир объявил список ценных вещей. В таком случае перевозчики предлагают застраховать багаж, ведь он может потеряться, быть поврежден не по вине перевозчика, а по вине аэропорта. В России стартовала основная волна сдачи единого государственного экзамена. В этом году более 700 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ по разным предметам, включая выпускников прошлых лет. Как и раньше, основными предметами остаются русский язык и математика. Сегодня выпускники сдают 2 предмета по выбору: либо информатику и информационно-коммуникационные технологии, либо географию. В Якутске экзамены начались в 10 часов утра. Напомним, впервые ЕГЭ стал основной формой сдачи выпускных экзаменов в школах и вступительных экзаменов в вузах в 2009 году. Следующий экзамен у школьников по расписанию – обязательный ЕГЭ по математике. Он пройдет 30 мая. В этом году, например, во всех пунктах проведения экзаменов непосредственно в них идет распечатка контрольно-измерительных материалов. То есть задания приходят по защищенной связи, открывают, может их открыть только руководитель пункта проведения экзамена со специальным ключом и при наличии еще также диска. То есть сразу несколько условий, обеспечивающих надежность передачи информации и объективность проведения экзаменов. Да? Очень сильно волнуюсь. Но сейчас уже не так сильно, как утром или вчера. Друзья поддерживают, родители говорят: ты сдашь, ты можешь, мы в тебя верим. Это помогает, поддержка нужна. 10 участников с разных производственных площадок «Алроса» встретились в Ленске, чтобы выяснить, кто лучший в профессии. На этот раз соревнование проходило среди токарей 4 и 6 разрядов. Состязания провели в 2 этапа. Скучный, но немаловажный теоретический и основное практическое задание, которое в итоге для многих и стало решающим. О том, как проходил конкурс профессионального мастерства и кто из участников получил титул «Лучший токарь» акционерной компании «Алроса», расскажут наши коллеги. Олег Москвитин работает без лишней суеты и волнения. Ошибиться нельзя. Отточенные годами движения и большой опыт работы помогают держать себя в руках и шаг за шагом выполнять конкурсное задание. В принципе, я считаю, что работа была интересная. Еще интереснее была, потому что были конкуренты, то бишь, это подбадривало. Настроение вообще спокойное было. Даже не волновался, ничто.
Стены ленских авторемонтных мастерских собрали на конкурс профессионального мастерства участников из Ленска, Удачного, Мирного, Айхала и Нюрбы. Главное посмотреть, как работают ленские авторемонтные мастерские, поделиться опытом, посмотреть, кто каким инструментом, какими навыками, какими приспособлениями пользуемся, пообщаться для того, чтобы в дальнейшем тоже помогать друг другу в работе. Для участия в конкурсе в трудовых коллективах кандидатуры отбирали жестко. Лучшие должны состязаться с лучшими. На кону профессиональная честь предприятия. С самого утра и до вечера участники выполняли задания, общались друг с другом и делились впечатлениями. Многие здесь были впервые. Давно я слышал об этом армии, да, как говорится, Ленском, но никогда не видел, не пребывал здесь. Ну, конечно, впечатления такие нормальные. Такое задание делаем впервые. Раньше этим не занимались, у нас другие детали. За 1 час из куска металла участники должны были сделать палец-рессоры для автомобиля «Вольво». По нашим дорогам они часто выходят из строя и приходится быстро устранять неисправности. Справились с задачей успешно. Первые и третье места ленчане оставили за собой. Второе место занял токарь удачнинского ГОКа Сергей Невзоров. Тройку лидеров замкнул работник АРМА Эдуард Адамян. Лучше всех заданием справился также представитель ленских авторемонтных мастерских Олег Москвитин. Он изготовил деталь без единой ошибки и быстрее всех. Ощущения у меня самые, вообще переполняют эмоции. Я очень рад, что занял первое место. Ну, как бы кандидаты все были достойные, то бишь соперники. Каждый был профессионалом в своем деле. За победу в конкурсе профсоюз «Профалмаз» наградил участника сертификатом на 100 000 рублей. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснинц, Михаил Сенаторов, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край». Летом детской площадки при Алданском реабилитационном центре для несовершеннолетних, скорее всего, не будет. Основное здание в аварийном состоянии и условий для организации полноценного отдыха нет. Между тем, лагерь дневного пребывания, где школьники могут пройти курс реабилитации и поправить здоровье, необходим многим. Какой выход видят сотрудники, узнали наши корреспонденты. Наступающим летом, по всей вероятности, в Алдане станет на 1 детскую площадку меньше. Лагеря дневного пребывания при реабилитационном центре для несовершеннолетних, скорее всего, не будет. Ранее площадка базировалась в стационарном отделении. Сейчас основное здание в аварийном состоянии, и условий для организации питания и полноценного отдыха в центре нет. Мы предлагаем родителям просто дневного пребывания, как это делают дворовые площадки там, или площадка просто дневного пребывания на 4 часа. Но, к сожалению, пока всем родителям хочется, чтобы ребенок уже ушел, да, на день, и были спокойны, что он там накормлен, под присмотром. Тоже решаем, думаем, но вот пока этот вопрос у нас завис в связи с тем, что питание как бы выпало в этом году. Задорные игры, виртуальные путешествия, творческие мастерские и викторины. Ранее, в период каникул, на детской площадке при реабилитационном центре происходила масса интересного и увлекательного. В июне лагерь дневного пребывания принимал детей, в июле – подростков. В некоторых случаях педагоги начинали работу буквально с нуля. Дети приходили педагогически запущенными, зачастую не владели элементарными бытовыми навыками. Немало школьников испытывали трудности в общении. Преодолеть замкнутость и подавить агрессию ребятам помогал психолог. Но я думаю, что все равно организационные моменты будут, педагоги будут работать, и по возможности хотя бы тех детей, которые находятся на нашем микрорайоне, или те, которые будут нуждаться, мы все-таки будем приглашать вот именно на это дневное пребывание. Сотрудники пытаются решить вопрос с организацией летнего отдыха для нуждающихся в оздоровлении детей и безнадзорных подростков. Площадка, действовавшая при центре ранее, нужна многим. Десятки ребят могут пройти реабилитацию только на каникулах. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. По итогам работы за 2017-2018 годы молодежное правительство Якутии стало победителем сразу в 3 номинациях: «Лучшее молодежное правительство», «Лучшая кадровая работа», «Трудоустройство года», тем самым став абсолютным рекордсменом по количеству выигранных номинаций. Об этом заявили на пресс-конференции. Для участия в конкурсе отправили информацию о 10 лучших проектах, реализованных за последние годы. Согласно положению, в июне этого года второй состав молодежного правительства, которое работало с 2015 года, завершает свою работу. По итогам проектной деятельности мы ежегодно реализовывали более 30 крупных
проектов и мероприятий. Основные наши проекты – это такие проекты, как ПРО Якутии, поселение ресурсоосновы Якутии. Также у нас есть такие крупные проекты, как кибербезопасность, который направлен на пропаганду киберугроз для детей. Также мы в течение 3 лет проводили различные конкурсы профессионального мастерства. Скалолазание – вид спорта, которым можно заниматься в Якутске беспрерывно даже зимой. Зал никогда не пустеет. Все новые и новые люди штурмуют высоты каждый день. Летом наступает благодатная пора. Можно заняться любимым видом спорта уже на природных скалах, вдохнуть свежего горного воздуха. Подробности у Ланы Ильиной. В Якутске прошел фестиваль скалолазания, в котором приняло участие 60 человек, возраст которых от 16 до 55. Фестиваль организован для начинающих спортсменов. Сегодня представители Федерации скалолазания и альпинизма в республике пригласили попробовать, потому что в Ленском районе занималась организацией мероприятий по спортивному туризму, но не в таком, конечно, серьезном формате, то есть без элементов скалолазания. Ну и мы решили сотрудничать, чтобы министерство помогало. Сегодня я попробовала, это невероятно сложно, здесь нужна очень хорошая физическая подготовка, выдержка определенная. В скалолазании квалификация спортсмена определяется уровнем сложности трассы. Самый высокий уровень, 9-й, могут одолеть немногие мастера во всем мире. Здесь важна сила в руках, поэтому отдельно проводятся соревнования еще и по подтягиванию. В июне скалолазов ждет интересное событие. 10 июня к нам в город Якутск прилетают 2 выдающихся скалолаза мира. Это Киллиан Фишхубер и Евгений Овчинников. Оба неоднократно выигрывали этапы Кубка мира. Прилетают в Якутск в дальнейшем с целью путешествия на севере Якутии. И будут здесь 1 день. И обещали встретиться с нами. Галина и Дмитрий Щерба только вчера приехали в Якутск и, узнав о фестивале, решили принять участие. Говоря на скалодроме, я первый раз в жизни лазил по диким, так сказать, скалам у себя на Сахалине. Вчера только приехали в Якутию и сразу с места в карьер. В этом спорте очень важна голова. То есть физически одними руками, подтягиваясь и приседая на ногах, человек многого не достигнет. Если он не будет думать, просто быстро устанет и никогда не пройдет маршрут. Все в первую очередь здесь. Лето – благодатная пора для скалолазов. Скоро они продолжат свои занятия на Иланке, где приложат свои навыки уже на природных выступах и смогут вдохнуть освежающий ветер вместе с остротой риска. Лана Ильина, Чулустан Иннокентьев, Якутск. У меня к этому часу все новости. Оставайтесь с нами.